Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя тема урока – взаимодействие тел, сила. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с взаимодействием тел, с понятиями масса, инерция, инертность и с понятием силы. Но для начала мы с вами должны повторить пройденный материал. Итак, что же такое у нас с вами равнозамедленное движение? Подумайте минутку, а затем мы с вами проверим. Равнозамедленным движением называют движение с уменьшающейся скоростью. Что такое равноускоренное движение? Равноускоренным движением называется движение с увеличивающейся скоростью. Что такое ускорение? Ускорение – это изменение скорости тела в единицу времени. В чем измеряется ускорение? Ускорение измеряется в метрах на секунду в квадрате. По какой формуле мы с вами можем найти ускорение? Ускорение мы с вами можем найти как А равное V минус V нулевое делить на T. Итак, взаимодействие тел. Из-за явления инерции тело само не может изменять свою скорость движения. Для изменения скорости тела нам с вами необходимо подействовать другим телом. В результате взаимодействия оба тела будут изменять свою скорость. К примеру, давайте возьмем две тележки, на которые будут закреплены пружинка. То есть одну тележку с пружинкой мы с вами прикрепим к тележке, у которой нет пружинки, и на нее поставим грушу. Итак, мы с вами разрываем нашу нитку, чтобы наша пружинка спружинила. Скорость нашей тележки также останется равной нулю. Итак, давайте проделаем теперь то же самое, но когда у нас с вами к нашей пружинке прикреплена вторая тележка. Тележки у нас с вами разъедутся в разные стороны, и скорости их будут одинаковые. И теперь мы с вами проделаем то же самое, но когда на второй тележке будет еще и груз. Обратите внимание, скорости их будут изменены. Скорость первой тележки будет явно больше, чем скорость второй тележки. Как у нас с вами могут взаимодействовать тела? У нас с вами происходит отдача от пушки при выстреле из нее ядра. Когда мы с вами играем в бильярд, мы толкаем один шар, он ударяется об другой шар. Главное нам с вами запомнить, что есть два понятия – инерция и инертность. Подумайте, пожалуйста, над вопросом. Грузовой и легковой автомобили двигаются с одинаковой скоростью. Почему же будет у них тормозной путь разный? Масса у них разная. За счет этого
тормозной путь у них будет разный. То есть масса характеризует инертные свойства тела. То есть тело, у которого больше масса, оно будет более инертно. То есть его скорость будет меньше изменяться. Итак, еще раз давайте с вами посмотрим на наши рисунки с тележками. Когда у нас с вами скорости одинаковые, то массы у тел будут одинаковые. На первом рисунке обратите внимание, если мы с вами ровненько отрежем нашу пружинку, то будут скорости одинаковые. Если наша пружинка остается у одной из тележек, то масса ее, значит, будет немножко больше. Поэтому скорости у них могут немножко отличаться. На втором рисунке мы как раз с вами видим, что масса первой тележки намного больше, чем масса второй тележки. За счет отношения скоростей мы с вами можем всегда легко найти массу. И наоборот, за счет правила пропорции мы с вами всегда можем выразить одну из неизвестных величин из данного выражения. Но произведение массы тележки на ее скорость будет всегда равно массе второй тележки на скорость второй тележки. Инертность от латинского у нас с вами переводится как лень или бездеятельность. Инертность характеризует стремление тела сопротивляться изменению скорости. Инертность – это свойство, характерное для всех тел. Оно состоит в том, что для изменения скорости тела необходимо некоторое время. Чем больше это время, тем более инертно наше с вами тело. Мерой инертности является масса. Масса у нас с вами физическая величина, являющаяся количественной мерой инертности тела. Масса характеризует инертные и гравитационные свойства тел. Масса обозначается маленькой латинской буквой М. И в системе Си наша с вами масса измеряется в килограммах. Кроме килограммов у нас с вами есть еще и другие единицы измерения. Кроме этого еще и присутствуют дольные единицы измерения. Итак, в граммах у нас с вами находится 1/1000 килограмма. В 1 миллиграмме находится 1 миллионная килограмма. Это дольные единицы массы. К кратным единицам массы у нас с вами относится тонна, равная 1000 килограмм, и центнер, равный 100 килограмм. Кроме этого, у нас с вами еще существуют старинные единицы массы, некоторые из которых у нас с вами применяются по сей день. К примеру, в каратах у нас с вами измеряют массу драгоценных камней. 1 карат равен 0,2 грамма. 1 пуд равен 16,38 килограмма. Унцию применяют у нас с вами в Европе и Америке. Она у нас с вами равна 28,3495 десятитысячных грамм. 1 золотник, это старорусская единица массы, равен 4,266 грамм. Фунты у нас с вами также применяют на территории Европы и Америки. Он равен 0,45359 стотысячных килограмма, то есть примерно полкилограмма. И 1 гран у нас с вами равен 64,8 миллиграмма. Не путайте гран и грамм. Это две разные единицы измерения. Эталон массы у нас с вами является платиново-иридиевая цилиндрическая гиря. Ее масса
является 1 килограмм. Он у нас с вами находится в палате мер и весов. Масса тела – это физическая величина, которая является количественной мерой инертности тела. Повторим немножко. Масса обозначается маленькой латинской буквой М, измеряется в килограммах в системе Си, и внесистемные единицы – миллиграммы, граммы, тонны и центнеры. В зависимости от того, как у нас с вами измеряется скорость наших тел, мы с вами можем определить массу тел. Какими двумя способами мы с вами можем определить нашу массу? С помощью взаимодействия тел. То есть, когда наши с вами тела взаимодействуют, у них изменяется скорость. И из нашего выражения мы с вами всегда можем найти ту или иную массу. То есть, за счет свойства инертности тел. Ну и кроме этого мы с вами можем определить массу более легким способом, которым мы с вами часто пользуемся, это взвешивание. Взвешивание мы с вами можем делать с помощью весов. Весы у нас с вами бывают разные. К примеру, рычажные, с чашками и электронные. Причиной взаимодействия тела с другими телами. Следствие – это изменение скорости тела. Итак, чем же отличается данное взаимодействие от ранее наблюдаемых? Взаимодействовать тела могут как непосредственно при соприкосновении, так и на расстоянии. К примеру, а вот это у нас с вами является взаимодействием или нет? Как вы думаете? Конечно же, является. Данное взаимодействие у нас с вами является деформацией тела. То есть это изменение формы и размеров тел. Мы можем с вами деформировать наше тело или изменить его скорость с помощью применения силы. Сила – это физическая векторная величина, характеризующая взаимодействие тел. Обозначается большой латинской буквой F. Понятие силы у нас свел с вами английский физик Исаак Ньютон. Он у нас с вами жил в период с 1643 по 1727 год. Ньютон установил очень важный факт. Действие одного тела на другое не является однородным. Значит, сила характеризует как действие первого тела на второе, так и второго на первое. Единицей измерения силы у нас с вами является ньютон, названный в честь великого ученого Исаака Ньютона. Обозначается русской буквой N. К нашим с вами ньютонам мы можем с вами также применять кратные единицы. 1 килоньютон равен 1000 ньютонов, 1 меганьютон равен миллиону ньютонов. Прибором для измерения силы у нас с вами является динамометр. Выясним на опытах, как связаны между собой силы взаимодействия двух тел. К дереву привязана веревка, на концах которой закреплены два динамометра. Мальчик держит один из динамометров за колечко. Мы видим, что когда мальчик натягивает веревку, пружины динамометров растягиваются. Однако растяжения их одинаковые. Силы взаимодействия мальчика и веревки и дерева равны. Во втором опыте два мальчика держат динамометры, привязанные к разным концам веревки. Мальчики начинают растягивать веревку, при этом показания динамометров меняются, но остаются одинаковыми. Силы взаимодействия остаются равными. Итак, а теперь давайте закрепим материал, который мы с вами сегодня изучили. Пожалуйста, прочитайте, подумайте и ответьте на данные вопросы. Что такое масса?
Масса тела – это физическая величина, являющаяся количественной мерой инертности тела. Какой буквой мы с вами обозначаем массу? Масса обозначается маленькой латинской буквой М. В чем измеряется масса в системе Си? В системе Си масса у нас с вами измеряется в килограммах. Следующий вопрос. Что такое сила? Сила – это физическая векторная величина, характеризующая взаимодействие тел. Как обозначается сила? Сила обозначается большой латинской буквой F. В чем измеряется сила? Сила у нас с вами измеряется в ньютонах. И последний вопрос. Какие альтернативные единицы измерения вы знаете? Итак, альтернативными единицами измерения массы у нас с вами являются карат, кран, пуд, фунт и унция. Итак, оцените, пожалуйста, свою работу на уроке. Я понял весь материал урока очень хорошо, но мне было интересно. Я понял материал урока, но мне не всегда было интересно. Я понял не все, но мне было интересно. Я ничего не понял и очень скучал. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!